Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayub Sadik Khashir Marshuwalha. وعليكم السلام. Marshall Dashi, Hawa, Marsh, Shinkhel Sedidik. Fa'alda Ayub, مش المجر. Alhamdulillah, da dik liado, dik tuak. Shiga da fut. Вахт мовар мог бой. Nasıl bol şöyle beceriş Soçer. Vakti sol marşıldık. Da sal Marshall çuanı. Allah'ım mol жмашил долча Ayub. Тагын вы ваших Питер, вы записи лярхар, вы غلغي مختصوها كذي بول دا يغوي هتصولها قنال بشبع خيط اشتواش خيط دربي ازيغر دي اخوك اشتدارو سريلي كودر يعني апурглый вейхиж ба нах разных аудиторий нах был вейхиж апурглый эрсимет талиден диве канал апурглуя Курунлу дичеш ниса худен хет, он али ачи кашкамана духма би канал поэштат. Ниса худен хет. Уважаемые друзья, всех мы вас приветствуем. У нас в гостях Аюб Жабраилович Мальсагов. Это руководитель, председатель правления региональной общественной организации Краснодарского края, Национального культурного центра «Война». Для постоянных зрителей человек известный, он неоднократно был у нас в гостях, да и я сам 2 раза выезжал по приглашению Аюба Жабраиловича в Сочи, где в прошлом году мы освещали очень крупные мероприятия, которые были приурочены к столетию образования ингушской государственности. И в этом году я в конце мая туда вылетал, в Сочи. Там было, значит, первый, это связано с поэзией, как это называлось, ее первый поэзия? Литературный Сочи, первый международный фестиваль 16 по 18 мая проходило. Литературный Сочи, потом там же было проведено День ингушского языка и День ингушской поэзии. На нашем канале есть публикация. Аюб, сегодня, сегодня я хотел бы, чтобы ты нашим зрителям рассказал, так как ты был в Ингушетии, вот, чтобы ты рассказал зрителям, какие у тебя там были проведены. Я знаю, что ты в Ингушетии выезжал чисто по работе. Помимо того, что ты занимался личными делами, в первую очередь ты занимался вот этой общественной работой. Вот, пожалуйста, расскажи более подробнее, какие у тебя были встречи и так далее. Да, в конце июля я выехал в родную Ингушетию. Дерек Халчин Масыне. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях очень уважаемый гость. Это Аюб Мальсагов. Он председатель ингушской общины города Сочи. Он приехал к нам с очень приятной миссией. Хочу дать слово Аюбу. Добрый день. Приехал в родную республику Ингушетия с хорошей такой приятной миссией отметить наших знаменитых артистов благодарственными письмами от ингушской общины города Сочи. Все, желаю творческого продвижения. Спасибо. Ждем в Сочи. Приедем, будем обязательно. Обязательно. Все. Поздравляем. Творческого продвижения. Ждем в Сочи. Тоже поздравляем благодарственным письмом. Желаю творческого успеха, продвижения. Даю благодарственное письмо от ингушской общины города Сочи. Тоже благодарственное письмо также вручается Заре Аушевой. Да, А на самом деле нам очень приятно, и мы всегда готовы принимать участие в подобных мероприятиях. У меня было много встреч. Начнем со встречи с Миннати, с руководителем, замом. Я встретился, пообщались с Мизием Русланом и с Асхабом. Встретились, поговорили, было много вопросов задано. Они отметили нашу деятельность, нашу работу, которую мы проводим здесь, в Краснодарском крае, непосредственно в городе Сочи. Они следят за нашей работой и поставили высокую оценку нашей деятельности, связанной с продвижением ингушской культуры, традициями, взаимосвязь с другими народами, которые мы держим на высоте.
И это было отмечено руководством Миннатса. Также побывали и Министерство культуры, также нас приняли министр культуры Залина Лянова и заместитель Хажбекар Марсагов. С ними я тоже побеседовал. Они тоже поставили хорошую оценку нашей работы, которую мы здесь проводим. Они тоже следят за общиной ингушской, которая занимается такими хорошими направлениями, культурными направлениями, проведениями ингушского языка, концертами, ну и так далее, и так далее. Много, сейчас перечислять не будем. Также была встреча в комитете молодежи, руководитель Деодам Марсагов. Мы с ними тоже сотрудничаем уже второй год. Они здесь тоже побывали в городе Сочи в мае прошлого года, когда проходил большой международный фестиваль всемирный здесь в Сочи. И тогда мы плотно так взаимодействовали. После этого несколько раз бывали у нас такие встречи, которые были направлены для продвижения молодежи. И в дальнейшем также будет много встреч по молодежной линии. Не только молодежи ингушей, которые находятся здесь в Краснодарском крае, непосредственно в Сочи, а также с молодежью и с другими национальностями, народностями, которые проживают здесь. Над этим тоже будем работать. А потом была встреча с председателем Ассоциации народов Республики Ингушетии Барахоевой. Тоже обсудили некоторые вопросы, которые можно совместно продвигать здесь, в городе. Потом, после встречи с молодежным комитетом, мне показали зал, который актовый зал, там все кабинеты, которые отремонтировали, сделали. Мне очень понравилось, уровень был очень высокий, хороший. И это дает стимул нашей ингушской молодежи, не только и приезжим тоже. Мне понравилось вот этом центре, молодежном центре, что у них там все практически бесплатно. Человек любой может прийти, сесть там, заняться своими непосредственными делами, там, учебными, по учебе там можешь сесть, выполнить какую-то свою работу и так далее, и так далее. И там есть ребята, которые подскажут и помогут. Вот это мне очень понравилось. А также, как и в Сочи, уровень я сравнил на одном уровне. Молодцы, мне вот это сильно понравилось. Уровень хороший. Потом был Тардим 25, проходил у нас фестиваль такой, молодежный фестиваль. Были приглашены гости из других регионов, если не ошибаюсь, то ли 28, то ли 20 регионов России. Молодежь присутствовала на этом фестивале. Я тоже был приглашен туда. Это был последний день закрытия фестиваля Тардим. И на этом же фестивале перед закрытием присутствовал тоже вице-премьер наш Зурабов. Он тоже выступил, мы до этого с ним тоже встретились, поговорили. Он тоже, оказывается, следит за нашей деятельностью. Очень поблагодарил общину нашу за то, что мы так трудимся на благо нашей республики. И поставил хорошую оценку тоже нам. И к завершению я от имени нашего центра в Войнах поблагодарил руководителя и замов молодежного комитета благодарственными письмами за то, что они тоже как могут и помогают нам, и контактируют с нами. И мы их отметили за их работу, за их труд. Также хочется отметить, что в прошлом году, когда у нас в Сочи
проходило большое мероприятие, посвященное, приуроченное столетию нашей государственности. Здесь были наши артисты. И тоже от имени нашей культурного центра «Войнах» тоже поблагодарили, вручили им благодарственные письма. Они очень были довольны, неожиданностью им это все показалось. И очень были в таком хорошем восторге от того, что мы им отметили их труд. Ну, в общем, вот так вкратце, если сказать. Ну, а если в расширенной форме, если затронуть отдельно вот эти все министерства, где я встречался, вот Министерство культуры, мы пообщались о дальнейшей нашей работе. Они спрашивали дальше, что вы планируете, какая помощь вам нужна. Я им рассказал о предстоящей нашей работе, которую мы собираемся провести. И они там обещали поддержку дать, помочь. Также Миннат обещал, чем сможем, поможем, поддержим. Все интересовались дальнейшей нашей работы, как будем дальше строить свои планы. И, ну, я вкратце рассказывал, что мы планируем. И все в один голос говорили, если надо будет помощь, мы готовы помочь, чем сможем, подчеркивали. Ну, примерно вот так. Ну, еще побывал я в ансамбле Ингушетии. Там новый руководитель. Ну, если интересно, могу рассказать нашего юного танцора Альберта. Вот она, кульминация. Есть там Адам Имагоджев, балетмейстер. Я ему показал, вот наш товарищ, который здесь представляет ингушскую общину, как могли мы его научили. Я говорю, посмотри, где-то что-то. И он там неделю занимался с ним непосредственно, показал, что надо делать, как надо делать, подучил, подшлифовал его движение. Ну, я думаю, в дальнейшем будет намного лучше показывать нашу культуру в танце. Адаму огромное большое спасибо. Ну, задавайте вопросы, будем отвечать. Вкратце я образно рассказал, а так конкретно, если есть вопросы, будем отвечать. Аюб, Ярослав Барков. Ты также выезжал, насколько я знаю, в Жиратский район, там же тоже какие-то были, да, организованы мероприятия, будучи в Ингушетии? Ну, в Ингушетии, когда было это мероприятие, вот это Таргим, молодежный фестиваль Таргим, вот этот фестиваль я выезжал непосредственно по работе. А так отдельно так, отдохнуть, это не считается. Да, я как раз спрашиваю про этот фестиваль Таргим, который проводился у нас в Ингушетии, ты там тоже принимал участие. Вот ты уже, в принципе, сказал в своем вступительном слове, ты уже сказал, что чиновники, с которыми ты встречался, они обещали, что будут оказывать всеобщую помощь. Но ты же не первый раз обращаешься к нашим чиновникам Ингушетии, чтобы они тебе помогли достойно представить Республику Ингушетию на главном курорте нашей страны, в городе Сочи, где помимо жителей Сочи весь бывший Советский Союз отдыхает. И там наша республика, я объясняю это для наших зрителей, она нашей общины, ингушской общины в городе Сочи, она представляется очень достойно. И это не мои слова, это слова тех, кто побывали на тех или других мероприятиях, которые организовывало руководство, да и все остальные наши земляки. Я имею в виду руководство культурного центра «Война». Аюб, скажи, пожалуйста, на самом деле помощь и в прошлом году, столетие республики, и в этом году ты уже проводил мероприятие там, День ингушской литературы в городе Сочи, День ингушского языка в городе Сочи, и там приезжали наши писатели, наши ученые и так далее. Вот у тебя есть возможность сказать, насколько эта помощь оказывается
оказывается ли они в том объеме, насколько тебе хотелось бы. Это первое, это вопрос. И второе, если у тебя есть желание, ты можешь конкретно поблагодарить того или другого человека, который тебе оказывал такую помощь, если такая помощь оказывалась. Вот в мае месяце, как мы подчеркнули, проходил первый международный фестиваль книги «Литературный Сочи» с 16 по 18. Потом 18 у нас прошел День ингушского языка, и 19 прошел День ингушской поэзии в городе Сочи. Вот на эти мероприятия были приглашены наши писатели, поэты Хаваш Нахастоев, Вилхароев Марем и Газиева Яся. Вот когда я сейчас был в Ингушетии, я по приглашению руководства НИИ нашего имени Чаха Ахлиева Жамбулата Аздоева побывал у них в гостях, долго сидели, беседовали, планировали дальнейшую нашу работу, как вместе мы можем спланировать ее, чтобы показать больше ингушскую культуру, поэзии там, и так далее. И у нас там есть уже некоторые договоренности. И тоже хочется сказать им огромное спасибо в лице Жамбулата Аздоева, Хаваша Накастоева, Мария Милхарова, и Асет Гази, и всем остальным, кто там трудится. Также, хочу сразу подчеркнуть, что основная помощь, если взять в общем из всех, основная помощь, естественно, оказывает Министерство культуры нашей республики. Это, скажем так, паровоз во всех, если взять остальных. Остальные кто как может. А так, все работы в основном мы проводим сами, своими силами. Общины города Сочи. То, что ваша организация, вот все эти мероприятия, которые вы проводите, это проводится без каких-либо финансовой поддержки со стороны и государства, и частных лиц, я имею в виду со стороны крупного бизнеса, ингушских меценатов и так далее. То, что она проводится чисто вашими усилиями и вашими личными средствами, я имею в виду вас лично и ваших друзей, которые вас окружают в городе Сочи, это для меня это не секрет, но я сейчас это хочу просто пояснить для наших зрителей. Там действительно, уважаемые друзья, в городе Сочи очень достойно представляется наша республика, и те гости, которых только что называл Аюб Жабраилович, Хаважи Накастоев, Мария Милхарова и так далее, они об этом уже говорили о своих высказываниях. Я у них брал коротенькие интервью в мае этого года. Они говорили, что благодаря работе нашей ингушской общины в городе Сочи к нам со стороны руководства Сочи и других представителей такое высокое уважение и почет, это благодаря той работе. Так оно и есть. Аюб, какие планы, какие вопросы ты обсуждал, наиболее важные? Ты же встречался, будучи в Ингушетии, с нашими чиновниками. Вот какие мероприятия и какие планы у тебя на этот год для наших зрителей? Расскажи, пожалуйста. Какие там будут мероприятия? Сейчас, прежде чем я начну рассказывать про свои планы, я еще не дорассказал о помощи, которая оказана нам. Непосредственная помощь оказывается и Зурабовым Мусой, который сейчас сидит, принимаю напротив меня в прямом эфире. Не в прямом эфире, а в записи. Человек, который оставляет свою работу, берет отпуск специально, приезжает в город Сочи, чтобы снимать все мероприятия, которые здесь проводятся, связанные с ингушской культурой, с ингушским языком, с ингушской поэзией и так далее. Что можно сказать этому человеку? Огромное спасибо. Человек, если бы не болел бы душой за свой народ, он бы и не приезжал бы. Значит, человек очень трепетно относится к этим мероприятиям, которые связаны с ингушской направлением, и поэтому находит время приехать, осветить все это. И вы, зрители, смотрите все, что здесь
в Сочи происходят. Ему за это огромное спасибо. Баркалан Муса. Аюб, я боюсь, нас зрители неправильно поймут, говоря слово. Ну, вопрос, который ты сейчас задал по поводу планирования дальнейшей нашей работы, хочу сразу сказать, что мы планируем такую работу. Она уже ведется, скажем, с мая месяца, может, даже еще раньше начали. Уже готовы письма, пригласительные письма, письма, которые должны быть типа в администрации, Дом культуры и тогда, где организационный вопрос называется. Помимо этого, уже много раз встречался с разными людьми здесь, с руководителем ансамбля Местхали, есть такой тут коллектив грузинский. Вот с ними сейчас ведется работа уже несколько месяцев. Учат 2 танца, один парный и второй коллективный, ингушские танцы. Они будут исполнять. Потом Вадим Орлов есть, тут он и певец, он же и руководитель коллектива «Истоки», еще несколько коллективов руководствуются коллективами. Вот он песню сейчас учит ингушскую, потом «Истоки» тоже споют ингушскую песню. Ну, плюс есть еще тут коллектив танцы, кавказские танцы. Вот они тоже заучивают еще ингушский танец. Потом белорусы готовятся. Плюс есть русские коллективы готовятся принимать участие. Вот этот будет концерт проходить 1 ноября здесь, в Дом культуры, где будут присутствовать местные зрители, гости, и будут выступать местные коллективы. И сюда должен приехать есть такой наша группа, рок-группа, Дегуаз называется. Ну, как бы уже предварительно одобрено, что они приедут. Так что вот так смешанный концерт будет. Это будет 1 числа. 2 числа мы планируем провести День ингушского языка. Тоже в Дом молодежи, там же. Потом 3 числа планируем, но еще заявку мы подали. Руководство командования решает вопрос провести концерт, смешанный концерт с ингушскими артистами, которые приедут, и местными коллективами, провести здесь для наших солдат Росгвардии. Ну, если руководство вышестоящие дадут добро, собираемся провести там 3 числа вот такую концертную программу. И 4 числа у нас пройдет День единения народа. Это ежегодное такое мероприятие, которое проходит в городе Сочи, называется площадь флага перед администрацией города. Там каждая община, диаспора выставляет свою палатку. Там национальная еда, национальные одежды, песни, танцы и так далее. Очень красиво, очень интересно. Многим приезжим с таким большим удовольствием ознакомливаются с культурами, с традициями разных народов. И вот мы там тоже будем выставляться, показывать свою культуру. И вот этот ансамбль, который рок-группа, тоже на этой большой сцене будет выступать. И на этой сцене у нас готовится такая сценка вхождения ингушей в состав Российской империи. С нашей стороны будем мы, ингуши, наша национальность в черкесках, а с другой стороны русские. Там будут и генералы, и в военной форме. Вот такую сцену готовим. Тоже будет интересно, я думаю. То есть как реконструкцию вы хотите делать вот этого исторического события, да, получается? Да. Маленький спектакль, сцену сделаем. Я еще хочу подчеркнуть, что 1 числа, когда будет проходить после концерта,
2 и 3 там же в Доме культуры будет проходить мастер-класс «Истинг». Приедет профессор Зарахова Зейнуб и будет давать мастер-класс. Из каждой общины, кто захочет с диаспоры, по одному человеку будет представлять свою общину, диаспору. И мастер-класс и сделанные коврики 4 ноября, в День единения народов, будем вручать каждой общине. Ну, вот такие планы у нас, как бы с администрацией уже несколько раз разговаривали на эту тему, они это все одобряют. Ну, и мы готовимся. Ну, вот такие мероприятия готовимся. Ну что, мероприятие отличное готовится. Я уверен, что это будет на высшем уровне. Иншаллах, мы увидимся там. Я тоже планирую туда вылететь по твоему приглашению. Дорогие друзья, ну вот вы слышали, с 1 по 4 ноября текущего года в Сочи обещает много интересных мероприятий. Наша община, ингушская община в городе Сочи. Поэтому я советую вам, кто там непосредственно будет находиться, обязательно надо прийти. И даже можно под это дело выехать туда, поддержать работу наших земляков. Те люди, которые меня знают, они знают, что я или говорю, или не говорю, но врать я в любом случае не буду. И то, что мы сейчас говорим, мы предварительно так по телефону обсудили с Аюпом, что я хочу вызвать его по видеосвязи, чтобы он все рассказал. Но в целом, какие вопросы будут задаваться Аюпу, о чем я буду говорить со своей стороны, Аюп Джабраилович не в курсе. Поэтому, Аюп, ты меня прости, я это объясняю зрителям, он сейчас не знает, о чем я буду говорить. Прости меня, но я хочу обратиться к нашим меценатам. Пожалуйста, обратите внимание на этого человека. И к нашим чиновникам я обращаюсь. Обратите внимание на этого человека. Это человек с большой буквы, патриот нашего народа. И по мере своей возможности я прошу вас, я прошу оказать помощь. Потому что то, что он делает это не для себя. Это делается для нашего народа. Имя нашего народа, нашей республики на высоком уровне, чтобы держать главного курорте страны. Поэтому прошу, я благодарю со своей стороны наших должностных лиц, которые оказывают помощь. Я знаю там особенности Министерства культуры в лице министра и его заместитель там твой брат там сидит, Майсагов. Я знаю, что они очень большую помощь тебе оказывают. И я тоже хочу присоединиться к словам благодарности ко всем, кто оказывает помощь деятельности нашей ингушской общины в городе Сочи. Аюп, у меня вот такой вопрос. Я хотел бы, вернее, это даже не вопрос, а одну тему затронуть, так как ты уже говорил, кто там будет присутствовать, и там будет Вадим Орлов, коллектив «Истоки». Это действительно люди, которых постоянные зрители уже знают, они «Моя Ингушетия» песни исполнили на высоком уровне, и другие песни исполняли. Они часто принимают участие в мероприятиях, которые проводит наша община в городе Сочи. Но, насколько я знаю, недавно был юбилей Вадима Орлова, 30-летний юбилей. И ты тоже был приглашен на этот юбилей, да? Да, это правда. Сперва он пригласил на юбилей, когда собрал всех своих близких, родных в ресторане. И меня тоже пригласил, я тоже был, поздравил его. Дорогие... И после этого, через несколько дней, был дан большой концерт, тоже посвященный 30-летию. И там выступали много артистов местных, и были приезжие артисты, тоже с разных регионов, с Кабардино-Балкарии были артисты, с Абхазии были, с Москвы были, с Ростова. Ну, артисты, они же друг друга поддерживают, поэтому очень такое интересное мероприятие было. Дорогие друзья,
Позвольте мне, Аюб Джабраилович, я обращаюсь к зрителям, и пусть меня, если будет смотреть, Вадим простит, что немножко запоздало, но пользуясь случаем, я хочу искренне поздравить этого человека с его прошедшим юбилеем, пожелать ему всего самого наилучшего, больших творческих успехов, больших успехов в личной жизни, в карьере, ну, конечно же, в первую очередь, счастья и всяческих благ. И, пользуясь случаем, я хочу, как представитель ингушского народа, который непосредственно видел ваш коллектив неоднократно на мероприятиях, которые проводились в Сочи нашей общиной, я хочу поблагодарить вас и в вашем лице, Вадим, я хочу поблагодарить коллектив «Истоки» за ту поддержку, которую вы оказываете нашим братьям и сестрам из города Сочи, когда они проводят те или другие мероприятия. Еще раз большое вам всем спасибо. Еще раз с днем рождения, с прошедшим юбилеем, уважаемый Вадим. Всех благ. Аюб, ты сказал, что планируешь провести концерт, если получится, договориться с командованием войсковой части. Ну, я знаю, для зрителей я хочу, чтобы ты рассказал. Там и в прошлом году ребята, они уже уволились, там их было 9, по-моему, человек, или 11. Сколько там было наших ребят? 11 человек было да. с Ингушетии призваны. 11. Они уволились. Да, они уже уволились, они и на мероприятиях были, вот День ингушского языка. И в прошлом году ты их приглашал на 100-летний юбилей нашей ингушской государственности. Ну и в этом году там опять другие ребята с Чечни, с Ингушетии, и ты, не разделяя чеченцев, ингушей, и тех поддерживаешь, я знаю. Ну и ты был на присяге, и, насколько я знаю, там приезжал еще один наш брат из Ауха, отец одного солдата. Вот расскажи коротко там, вот вы помимо того, что приехали на эту присягу, вы же, наверное, встречались с нашими бойцами, давали им какие-нибудь наказы, там, какие-то советы, вот, немножко расскажи, пожалуйста. Ну да, в эту часть уже много лет уже с ними дружим. И сейчас последняя присяга, когда предпоследняя была, последняя присяги, они звонили, я был в Ингушетии, у меня не получилось посетить, но они звонили, приглашали. Но на этот раз там 4 человека с Ингушетии и 3 с Дагестана, с Ауха, акинцы, чеченцы. Ну, приехал одного солдата отец, мы с ними вместе провели беседу. Вот эту беседу у тебя, Муса, на канале уже опубликовано, но тем не менее хочу подчеркнуть, что мы провели беседу воспитательную, познавательную, объяснили, что год он быстро полетит, вы не дома, армия есть армия, служите достойно, знайте, кто вы такие, не подставляйте своих друзей, товарищей, офицеров. Ну, ребята вроде такие грамотные, воспитанные, я думаю, у них с командованием проблем не будет. Они, я так скажем, по отдельности пообщался, потом в общем пообщались. Они, я думаю, достойно будут служить, без всяких таких, скажем, в грубой форме сказать, косяков. Будем надеяться. Ну, вкратце, если вот так. И командование, я так про несколько человек спросил этих командиров роты, командиров взводов, как они. Они хорошо отзывались, сказали, очень такие достойные, воспитанные ребята, вашим уважением относимся, и это тоже радует, конечно. Ну, вот так, вкратце есть. Наша община, вот наши братья и сестры из Сочи, я имею в виду ингушскую общину города Сочи, вот вы, Аюб, там, я, когда говорю вы, я имею в виду в вашем лице всех наших земляков, которые находятся в Сочи, вы там, насколько мы уже публиковали, я объясняю для зрителей, мы публиковали на канале мероприятие там, когда татары проводили Наурус, вот наши там достойно представляли Ингушетию, там были спортивные мероприятия.
Потом вы и сами там, по-моему, организовываете мероприятия там, по стрельбе из лука, там, да, вы немножко расскажите, чем вы там занимаетесь, там, помимо вот этих официальных встреч, вот что вы там еще делаете обычно? Вы так бывает, извините, я дам тебе сейчас слово, бывает же, что вы выезжаете просто так пообщаться на природу, посидеть, там, такие бывают же у вас, да, такие выездные встречи и так далее, просто между собой. Ну, раз уже спросил, придется ответить. Ну, завтра у нас День флага российского. Завтра тоже пригласили, буду участвовать в официальное мероприятие День флага. Ну, планируем где-то, не знаю, в конце сентября, может быть, в начале октября, как получится, стрельба из лука. Будем проводить такое мероприятие тоже. Планируем сделать его в расширенном форме, если получится, чтобы Пригласить. Национальный культурный центр проводит соревнования стрельбы из лука между общинами и диаспорой города Сочи. Есть такие планы у нас, если нам дадут разрешение, если у нас получится, хотим вот так масштабно провести. Если нет, то среди своей ингушской общины мы проведем это точно. Это одно. Второе, воскресенье, через 2 дня мы собираемся. Молодцы. Уже возле речки у нас есть там кафе «Вертолет» называется. Мы уже там уже многие годы собираемся в этом месте. Нас там уже хорошо знают. И вот хотим собраться, посидеть, поговорить о вот предстоящих наших мероприятиях, как мы будем все это планировать, где, что, кто за что будет отвечать. Вот это все заодно и обсудим, отдохнем, как говорят, еще шашлык покушаем. Ну, вот, приятное с полезным. Приятное с полезным. Совершенно приятно, с полезным, да. Так что мы здесь не сидим, у нас постоянно что-то, мы в постоянном движении. Единственное, летом, вот эти 3 месяца мы решили отдохнуть, а остальное время мы где-то что-то или проводим, или приглашаем кого-то, или нас приглашают. Общин много, диаспор много, каждый какие-то мероприятия проводит, и мы непосредственно во всех мероприятиях участвуем. Аюб, обязательно передай всем нашим, когда вы там встретитесь, от меня большой салам ашхат. Салам ашхат, он дал, Яндаль, обязательно передам. Ну что, дорогие друзья, вы слышали, какие работы, мы коротко это рассказали, но если вам интересно, вы можете здесь же на нашем канале полистать, вы увидите там много видео у нас есть о деятельности нашей общины в городе Сочи, и они очень интересные, я советую вам обязательно посмотреть. Дело в том, что то, что делается нашими земляками в городе Сочи, это очень важно не только для них, не только для гостей и жителей города Сочи, но и для всего нашего народа, потому что там очень достойно представляется наш народ. Аюб, у тебя есть возможность поблагодарить тех или других из администрации города Сочи там, или из театров, кого ты хочешь, у тебя есть такая возможность. Ну, я поименно не буду. В общем, скажу, хочу поблагодарить администрацию города Сочи за взаимосвязь, за понимание, за поддержку. Также поблагодарить ингушскую сторону, Министерство культуры, Миннац, НИИ Чаха Ахриева именем, Комитет молодежный, ансамбль Ингушетия, ну и так далее. Все, кто с пониманием относится к тем вещам, человек, который не для себя делает, а делает для общего дела. И с такими мыслями помогает всем таким людям. Огромное спасибо. Барку Халца. Аминь. И естественно, большое спасибо огромное Баркыл и тебе, Муса, который ты занимаешься, ведешь вот эту свою работу. После целый день на работе, вечером приходишь, монтируешь, общаешься. Это тоже большой труд, который
надо уделять и время, и нервы. Поэтому тебе тоже огромное спасибо, что ты публикуешь не только нас, а многие направления. Тальяту Бог. Аминь, Ярослав. Баркул, Аюб, Баркул, я, конечно же, немножко, постоянно зрители знают, что я теряюсь, когда меня хвалят, но Баркул за добрые слова, Баркул за то внимание, которое оказывалось и тобой, и твоим окружением, я имею в виду твоих друзей из города Сочи, мне лично, когда я туда прибываю. Баркул, Аллах, Ярослав, за приглашение. Я с удовольствием принимаю каждый раз приглашение, когда таковые поступают от вас. Я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить и тебя, и в том лице, и своего брата Аюпа Аздоева, тоже Жабраилович, кстати, и Леза, и всех остальных. Простите, братья, что я не буду сейчас называть именно вас, все ваши имена. Я всем вам очень благодарен за то внимание, за уважение, которое было оказано мне. Огромное вам спасибо. Я перехожу на ингушский язык. Аллах рияз халшан. Аллаху еш мудолча Аюб хацарах масанина азбарку халшан. Ваяк аман яхью ажлейлек. Эггача ешер яхми сага ешера. Яхью ажлейлер. Зяхаларду ажлейлер. Аллаху няля долчанас. Дал вилди шоберкат долч. بغيت موت الله شان بخيت قلتشن قمت وقاليل دير شيء باخر تردر ما الله غادي نشحمت واجد ديال حمدار بركة يدولشن دال يحطوا باخوشن بركة خلشان مسنينا دال صادولشن تحرم يتم تقبل شحين اشتغل شان بحم غالي محتالي قال والله حين أول شنو بس قال والي بمخ باشر قال والي حين قال شام بحم قال كل دفعة صوت يرسم التالي بقرش السيد الدولة. Бuz baş bu saynovo sışka Allah'ışka ders işte Allah'ım da'vok doluş dika doluş kora dani da'vok doluş şey mavur hava şaqitla bol xabej dadol kari dika huddarwen hava şaqit da hotel şafa da dik barış bu mu barış bu مو برجع كذي حاجة تبي أكا ديك شنيعة تبي أنا ديك عامل دي شو دا كيتا دابو خلي بقى خيتش يا خاص أنا أشوف مش دواني يدوق السخير كش ماشي أنا جاي خاص بيان ديال نخب إزديال وق يغير هنسوق عشان دوق زينة تازش حماش تيجي غرس تبوش بغرس وجا إذا قش مش ناخد عتاب بيسجله وريجي تأخذ شي حمل وعشان شي متجمر سخلرة تشتبه بغرسة قيمة عليه ووزر حلقة غلا عنز متجا دعودي ومال خوض دات تسيد دوغلازن دي سين اشتباه خيتن دي ياس نو خلص دي خلرقز تحنيس لوري بقى درقز ازيل باقا شار سخولي باقا شار زما شار ثاني شي باش دي بار عملي دي وري داخل دي وري تا سياقة سهم شو سوريا زوار سهم تسغلا مخت شو درجة تبادر يالش عند يوال شو ده شو دعوة خاشوا تيا عند وزعما برج أشفا بس وين خانر وباقة برج كيف تتحمل يواتش لاش بيش لوجو كوش كيخي شو فيك بياستا نتاع بياستا شيء بياستا ده يتيقم يالج دجلاش فوق ناقع غير دي يرتش وتسبب مناعي كدرس شيء دياج يجرج دياج تبي خالص مش تبحاجة أو سوستش عاد حاجة بعقول بشوا يوالش بس هم حتيو تأثير تيبان ناخا واقع جال كدرس إذا موتك حنيسي أو شيء بيخبخ بيز غطو ديس ويز غط ستورة إذا بيخت باقرة شو عجل ده نيست موت تجي تعبوخ نخ تعني شني قاني بخني إزيان شو تياك إلي مك تعني تعال شو قاشم بس حاجة إتتصال ديش هو تاخمر عتصدوجي كيرتش ويواش كذيك ويهم حبيت زد وليه وين قصة جوا واسي خاد يزون دال بس تعبولب دال موجج ماشي بولش غلا موك غلا قم
дал абон бонер пица абаха дал низло бой дал яхту бахту бой мершилил до масхана Аминь. штады қас. Аминь. Аминь. Аллах ясрахам. Аминь. Амаляшхамка. Аминь. Дал туадл бэхам. Ну что, дорогие друзья, мы, в принципе, обо всем поговорили. Аюб Джабрилович, у вас есть что добавить, что-то осталось, о чем вы хотели рассказать? Я вроде все рассказал. Потом в дальнейшем, если еще раз будет Да. такая предоставлена возможность, может что-то еще добавлю, если вспомню. Дорогие друзья, прямые эфиры не проводятся, как я вам пояснил, потому что просто нет возможности. Сейчас непонятно, что у нас творится в целом с интернетом. Поэтому мы вот записали по видеозвонку и будем это все публиковать. Я благодарен нашим зрителям, которые досмотрели это видео до конца. И я надеюсь, вы получили большое удовольствие. Аюба Джабриловича я благодарю, что он нашел время прийти к нам на этот разговор, рассказать для вас, уважаемые зрители. Я-то, в принципе, знал все, о чем он говорит, потому что мне это уже по телефону рассказывал. Все это он рассказал для вас, и за это я ему очень благодарен. Аллах ясрахам. Ну все, всего доброго, всего самого наилучшего. Спасибо, что пригласил на запись, да, стрим.